Местное, а значит натуральное и вкусное. Именно такими принципами руководствуются практически все местные производители продуктов нашего региона. Столичный производственный комбинат «Туймада» является важной частью большого агрохолдинга «Туймада». Предлагает жителям республики вкусную и полезную продукцию. Основные виды деятельности комбината – это мясная, молочная и овощная переработка. Она носит сезонный характер с октября по декабрь. Главное преимущество – полный производственный цикл, благодаря чему предприятие функционирует практически не оглядываясь на экономические санкции. Конечно, вот эти санкции на нас отразились. Это, во-первых, удорожание цен на вспомогательное сырье, те же самые упаковки, специи, так скажем, там, дезинфицирующие средства и так далее. Ну, а в целом, если затрагивать сырье, конечно, у нас в плане сырья, в принципе, ситуация стабильная. Мы работаем в этом направлении. Мы ищем от импорта замещения российские аналоги. Это, во-первых, конечно, цена и качество. Поэтому, мне кажется, эти санкции, они вот в плане, конечно же, именно оборудования и так далее, да, они, конечно, коснулись, но мы в этом направлении работаем и другие варианты тоже ищем. Продукция «Молочный дождик» уже давно популярна у жителей столицы и близлежащих районов. Якутский гормолзавод – это почти столетняя история развития производства важнейших продуктов питания в суровых условиях севера. Безусловно, в той или иной мере экономические санкции отразились на работе и этого предприятия. Однако на текущий момент уже начали создавать новые товаропроводимые и логистические цепочки. По словам генерального директора гормолзавода Ильи Самсонова, трудностей или кардинальных переживаний предприятие не испытывает. Все вопросы с сырьем, упаковкой отработаны на 100%. Перебоев с поставкой и тем более с производством не планируется. На самом деле импортная составляющая как была, так она и остается, просто поменялась немножко логистическая цепочка. И, в принципе, все те же самые запчасти на шведские машины «Тетрапак» мы просто получаем теперь через Стамбул, а не напрямую в Россию. Все фирмы, все контрагенты, конечно, закладывают курсовую разницу, курсовые риски, и поэтому цена пока достаточно на высоком уровне находится. Но мы складываем свою себестоимость и в этом году не планируем повышения цены.